Книга «История рода Бадмаевых. Основоположников тибетской медицины в России». Книга Нажидан Батоева в соавторстве с Сергеем Батоевым. Глава 1. История рода Бадмаевых. Первый тибетский врач Петр Александрович Бадмаев в России. Часть 2. Доктор исторических наук Академии наук Монголии Батцехн пишет о Бадмаеве. Он получил в Санкт-Петербурге 2 высших образования – востоковедное и медицинское. 17 лет служил в Министерстве иностранных дел России и достиг высокого социального статуса и служебной карьеры, стал действительным статским советником. Исследователь Кузьмин выпустил несколько книг о Бадмаеве, анализируя архивные и деловые материалы внешней политики Российской империи. Как земляки Бадмаева выражаем ему огромную благодарность за плодотворную работу, а именно восстановление достойного имени сына бурятского народа, уроженца нашей местности Топтанай нынешнего Забайкальского края. Исследователь Ламбаев указывает, что Петр Александрович, в скобке тут Жамсаран, это его бурятское имя, Петром стал после крещения. Бадмаев родился в 1849 году в Улусе Топтанай Агинской степной думы. В 1877 году Бадмаев женился на девице дворянке Надежде. Надежда Васильевна родила 6 детей, 2 сыновей, Петр, Николай, и 4 дочерей – Надежда, Татьяна, Мария. Имя 4-й дочери мне неизвестно. И здесь Ламбаев допускает досадную ошибку. По данным родословной, Надежда Васильевна действительно родила дочерей Надежду, Татьяну и Марию. Об этом также пишет внук Бадмаева Борис Гусев. Однако сыновей в роду не было. Собственно говоря, именно в 1877 году Бадмаев женился на дворянке Надежде Васильевне Рябининой. В семье родились дети: Надежда Петровна, годы жизни 1883-1954 годы, Варвара Петровна, 1887-1905 год, Мария Петровна, 1894-1942 год, и Любовь Петровна, 1897 и 1976 год. В наши дни она даже жила. Татьяна Петровна, 1899 года и 1931 год смерти. И последняя, Аида Петровна, самая младшая, видимо, родилась в 1907 году, умерла в 1975 году в другом браке. То есть Аида Петровна в другом браке. В свое время Петр Александрович не стал продолжительно жить с Надеждой Васильевной. Официального развода не последовало, хотя в дальнейшем она стала генеральшей, уже проживая в Минске. В данном случае необходимо пояснить, что с 1900 года помощником Бадмаева была принята Елизавета Федоровна Юзбашева. Ее по конкурсу взял сам Петр Александрович. Она являлась дочерью штабс-капитана Федора Ивановича Юзбашева, армянина по национальности, служившего в Кавказском корпусе русской армии, а мать, Наталья Егоровна, была грузинкой. В Петербурге Елизавета Федоровна окончила фельдшерские курсы. Ей было около 28 лет, а Петру Александровичу 51 год. Так Юзбашева стала гражданской женой Бадмаева. Однако Елизавета Федоровна оставалась Юзбашевой. Она и родила дочь Юзбашеву Аиду, младшая дочь Аида Петровна, вот она откуда. Юзбашеву Аиду 17 октября 1907 года в городе Москве, как бы тайно от любопытного народа, в кавычки. А через 2 месяца Аида приехала к матери.
Петр Бадмаев мечтал узаконить свои отношения с Юзбашевой. И только в период революционных событий в Петербурге это удалось сделать, и Екатерина Федоровна и дочь Аида стали официально Бадмаевыми. Надо отметить, что, несмотря на большую разницу в возрасте, Екатерина Федоровна сумела пронести настоящую любовь к Петру Бадмаеву через всю жизнь и в горький для него час не оставила его. Здесь мы видим фотографию Юзбашевой Екатерины Федоровны. Напоминаем, что отец у нее был армянин, мать грузинка. Под фотографией подписана бабушка Елизавета Федоровна Бадмаева по возвращении в Ленинград и ссылке в 1946 году. Как видим, она в самом деле представительница гордого кавказского народа. И вот что может роднить нас с Арменией и с Грузией. С 1903 года Петр Александрович поручил Елизавете Федоровне заведовать аптекой на Поклонной, следить за точным выполнением процедуры изготовления лекарств. С утра она приезжала на Поклонную и находилась там до 2 часов, а затем вместе с Бадмаевым ехала на прием на Литейный, 16. Это адрес, Литейный, 16. Там в комнатах ожидания сидело уже человек 40, а то и больше. Успешно проводил пульсовую диагностику Петр Александрович. Однако в июле месяце 1920 года Бадмаев сам тяжело заболел. За ним ухаживала Елизавета Федоровна в их доме на Ярославском проспекте, 85. В нем и умер Петр Александрович и похоронен 1 августа 1920 года на Шуваловском кладбище. То есть Петру Бадмаеву было 70 лет на момент смерти, или 72 года по версии Ламбаева, и по версии Кузьмина, значит, было ему 69 лет. В 1921 году приезжала его первая жена Надежда Васильевна. Елизавета Федоровна тепло ее приняла и приютила у себя. Однако сама Бадмаева скончалась в 1922 году. Это Надежда Васильевна Бадмаева скончалась в 1922 году. С 1920 года Екатерина Федоровна, вторая жена Бадмаева, это Юзбашева, продолжала дело Петра Бадмаева до 1937 года, пока не была репрессирована, выслана в Казахстан в 65-летнем возрасте. Несмотря на это, а также с многими поражениями в правах, она вернулась в Ленинград в 1946 году. Таким образом, Екатерина Федоровна Бадмаева Юзбашева прожила до 1954 года и в возрасте 82 лет умерла. Их дочь Аида Петровна Бадмаева впоследствии окончила медицинский институт в 1935 году. Вышла замуж за Сергея Борисовича Гусева-Глаголина. Она родила сына Бориса Сергеевича Гусева. Вот откуда Гусев. Аида Петровна успешно трудилась врачом-хирургом в Ленинграде. Она является участницей Великой Отечественной войны. В звании майора медицинской службы демобилизовалась, награждена была орденом Отечественной войны первой степени, медалями за оборону Ленинграда, за победу над Германией и другими наградами. Сын Борис Гусев, член Союза писателей СССР. Так внук Петра Бадмаева Борис Гусев издал книгу о поколении Бадмаевых. Следует отметить, что научно-исследовательская работа о многогранной деятельности Петра Александровича Бадмаева не прекращается. Хотя многие материалы и повторяются в различных вариантах. Но это, на наш взгляд, вполне правильно и естественно. Более широкий пласт сведений позволит объективно представить
развитии поколений уникального рода и их роль на разных этапах истории Российской империи, СССР и Российской Федерации сегодня. Так, в 2003 году в Иркутске вышла в свет книга «Тайны доктора» Петра Александровича Бадмаева. Ее автор – доктор исторических наук, профессор кафедры мировой экономики Байкальского государственного университета экономики и права Юрий Васильевич Кузьмин. Вот мы теперь узнали, кто такой Кузьмин. Вначале мы говорили о Кузьмине, и наш автор придерживался версии Кузьмина. Это касалось даты рождения, что он родился 11 апреля 1851 года. Это Кузьмин пишет. Вот. Значит, это профессор кафедры мировой экономики Байкальского государственного университета экономики и права. Вот. Теперь мы узнали, кто это такой. А Ламбаев утверждает, что Бадмаев родился в 1849 году, то есть на 2 года раньше. Ну, это бывает, когда связано с известными личностями, путаница в годах рождения. Но наш автор придерживается версии Кузьмина. Значит, Кузьмин Юрий Васильевич родился в 1954 году в Бурятии. В 1980 году окончил исторический факультет Госуниверситета. В 1985 году аспирантуру Восточного факультета Санкт-Петербургского университета. Безусловно, интересная и полезная работа. Юрий Васильевич Кузьмин называет Петра Бадмаева влиятельным политиком, дипломатом, предпринимателем, предлагавшим собственные варианты экономического освоения и развития Забайкалья, Монголии, Китая и возможного присоединения зарубежных стран к России. На этом мы закончим нашу вторую часть. Продолжение следует.